Я не знаю, как вы, я жил очень простой жизнью в юности, в детстве. И, как и большинство ребят, которые окружали меня, я попал в обычную школу на моем районе. И буквально мне для того, чтобы попадать в эту школу, нужно было утром проснуться и перейти дорогу. И я оказывался в школе. Я учился в обычном классе. Ничего там такого сверхъестественного не было. 40 человек. В этом классе 9 классов параллели, все как везде. Это не была какая-то специализированная школа, там у нас не было каких-то, как я уже сказал, уклонов, и все до какого-то уровня росли. Я помню, вот когда я был в 5-6 классе, представляете себе, обычный подросток 12-13-летний. В моей жизни случился парадокс, на который я не знал, как найти ответ. К нам в параллель, к нам вот в классы пришел один новый парень. И вот представьте себе, все подростки, они как на подбор одинаковые, буквально там все похожие, комплекция похожая, рост похожий. А этот чувак, его по-другому нельзя было назвать. Было такое чувство, будто бы он последние 5 лет оставался на 2-й год. Он был здоровый, он был высокий, буквально всех на голову выше. И знаете, сразу у всех был вопрос, а нашего ли он года? Нашего. Это было удивительно. И я тогда задался вопросом, откуда берутся такие люди. Он был, реально богатырь. У него, там у нас у подростков там какие были кулаки. У него кулак был в 2 раза больше однозначно. Он был в плечах в 2 раза больше. Он был крепкий телосложением. Он был, буквально мы таких людей, я не знаю, здоровый какой-то пацан появился у нас в школе. Были у вас подобные истории? Когда вдруг появляется в твоей жизни человек, который говорит, я твоего года, и ты смотришь на него вот так. И ты думаешь, что происходит вообще? То ли я какой-то карлик, то ли этот человек какой-то брехун, и он реально не моего года. И знаете, я тогда задался вопросом, я думаю, откуда он взялся? Может быть, он занимался спортом? Нет, он просто так же, как и все, там, бегал в футбол, балдел, там, больше не скажешь. Он не занимался каким-то особенным видом спорта. Он не был каким-то человеком, который с детства развивал в себе рост, силу. И потом я увидел его родителей. И тут я понял. Мама его была такая, ты смотришь на нее, она как бы и невысокая, но она большая. Ее было много. Вот она когда приходит, она большая, громкая. А отец его буквально вот так ходил. Это был не просто, знаете, вот человек, иногда в спортзале встречаешь таких людей, у них почему-то руки туда вниз не опускаются. Это правда был человек здоровенный, он был квадратный. Буквально. Я не знаю, что не так с этими людьми было, но они как будто бы нашли друг друга. Одна квадратная нашла другого квадратного, и они родили вот этого парня, который просто был невероятный. И он был реально здоровый, он был реально квадратный. И знаете, я тогда еще не знал этого модного слова, о котором я сегодня буду проповедовать. Сегодня я понимаю, генетика. Генетика. Сегодня я понимаю, что есть вещи, которые заложены еще в самом семени. Еще ничего не произошло, но семя, которое сеется, оно несет определенную силу. Кто-то сейчас скажет, слушай, Денис, ты все-таки там служитель Божий, ты же не какой-то там селекционер, генетик, что ты лезешь не в свои темы. А знаете, если мы посмотрим с другой позиции или с другого ракурса на Слово Божие, мы поймем, что Иисус очень много говорил о генетике. Павел очень много говорил о генетике. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели слово генетику, но с библейской позиции. Вам интересно? Я думаю, если вы будете честны, в вашей жизни тоже были такие люди, на которых вы смотрели и понимали, генетика. Рассказал он им и еще одну притчу. Кто он? Иисус. Матфея 13 глава с 31 стиха. «Царство небесное можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле». Представьте себе, сколько, если вы сейчас будете внимательно вспоминать все те притчи, которые Иисус рассказывал про зерна, вы поймете, что Он очень много имел в виду каких-то вещей, которые скрыты в семени, которые скрыты в зерне. Он очень много говорил о поле, о семени, о сеятеле, о том, что что-то сеется, что-то умирает, что-то приносит свои результаты, свои плоды. Так вот здесь написано так. «Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, если на него смотреть, оно из себя ничего не представляет. Но
Когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево. Так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда в его ветвях. То, что мы сегодня пожнем, или то, что мы сегодня увидим как плод, как результат, зависит ли это от того семени, которое сеется? Напрямую это зависит, потому что семя само в себе несет какое-то действие, какую-то судьбу, какую-то силу. И когда мы читаем Слово Божие о семенах, интересно, в первом послании к Коринфянам мы наткнемся на это место Писания, 15 глава, 37 и 38 стих. Уже Павел говорит, когда ты сеешь, ты же сеешь не само растение, а лишь семя, пшеничное или какое-либо другое. А Бог по своему усмотрению дает ему тело, каждому семени свое. Любимое, дорогое сердцу, понятное, знаю, как это работает, не раз через свои руки пропускал. Картошка. И вот здесь написано, что Бог по своему усмотрению дает тело каждому семени свое. Как вы думаете, когда я посею картошку, после того, как я посеял, Бог смотрит на это семя и думает, ага, а какое мы тело дадим картошке, которая посеяна? А давай в форме ананаса, пусть оно вырастет. Так это работает у Бога. Не, ну конечно, Бог может все, я согласен. Я не умаляю силу Божию, но я еще ни разу не видел ни одного фермера, который сеет картошку, а потом просто молится и говорит, Бог по своему усмотрению вырасти из моей картошки ананасы. Это глупо. Потому что если ты понимаешь силу генетики и силу ДНК, ты понимаешь, что уже в это семя вложена судьба будущего плода или будущего результата, который произойдет благодаря тому, что семя попало в почву, умерло, что-то осталось вместо этого семени, и это что-то произвело жизнь. И вот это заложено самим Богом на уровне ДНК. Вот эти места Писания, они очень важны. Мы недооцениваем какие-то моменты, которые мы читаем в Писании, мы читаем их в Библии. Потому что, когда мы, например, придем к первому посланию Петра 1:23, здесь написано так. «Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечно пребывающего Божьего Слова». Когда мы понимаем силу семени, то мы совершенно по-другому будем относиться к Слову Божьему. И Библия говорит о том, что когда Слово Божие попало внутрь нас, оно живое, и оно нетленное, оно вечно пребывающее. Оно провозглашается, и те люди, которые принимают это семя, те люди, которые принимают, что Христос умер за их грехи, Он воскрес на третий день, заплатив полную цену и дав возможность жить новой жизнью, и всякий, кто принимает Его как Господа и Спасителя, будет спасен от своих грехов. Вот в этот самый момент человек принимает Слово, и в этот самый момент мы рождаемся заново. Библия говорит, вы были заново рождены. От чего? От Божьего семени внутри нас. Другими словами, не зря Иисус однажды сказал одному человеку, Он говорит, рожденное от плоти есть что? Есть плоть. Ты рожден от мамы и с папой. И если, например, ты будешь жить просто по плоти, ты повторишь судьбу, характер, привычки, знаешь кого? Дениса. Нет, ты повторишь судьбу, характер и привычки своих родителей. Даже если ты их не знал. Итак, сама суть даже в том, что, например, мы родились по плоти и от плоти, и мы очень сильно похожи по плоти на наших родителей. Согласитесь, друзья, нам для этого ничего не надо было делать, мы не напрягались. Мы не стояли перед зеркалом, мы не выщипывали брови, чтобы быть похожими на нашего отца. Мы специально не делали какие-то вещи, там татуировку сделаю, как у него, чтобы быть на него похожим. Ты и так его копия, по плоти. Так или иначе, огромное количество вещей, они пересекаются у тебя и у него. Например, если взять в молодости фотки моего отца, я очень сильно, в молодости, мне уже 50, все еще обольщаюсь какой-то молодостью. Друзья, рожденная от плоти есть плоть. И дальше Иисус говорит, а рожденная от духа есть дух. Мы родились от ДНК,
от Слова Божьего, которое заложено в это Слово Божьего, от этого ДНК. У нас сегодня новая генетика. Мы недооцениваем это. Мы иногда даже не понимаем это. Если ты родился однажды от Бога заново, то внутри тебя появилась новая сущность, которая Богом рождена. И ты внутри начинаешь быть похожим на Бога. Он сам по своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами среди Его созданий. Он родил нас, друзья, своим словом. Сегодня мы не просто называемся Его детьми. Одно дело, когда ты усыновляешь детей, они не похожи на тебя. Другое дело, когда ты рождаешь детей, они становятся подобными тебе. Бог нас не просто усыновил. Бог нас родил, чтобы принять нас в свою семью, и чтобы мы стали сегодня первыми плодами среди всех Его созданий, похожими на Него. И это не просто слова. Внутри тебя совершенно новый ДНК. Иоанна 1, 12, 13. Там еще интереснее. Написано: всем тем, кто Его принял, кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими. У нас сегодня власть от Бога быть Его народом и быть Его детьми. И дальше: детьми, рожденными не от крови, не от желания или намерений человека, а рожденными от Бога. Друзья, внутрь меня попало семя с Его ДНК, с Его, знаете, с Его Божьим потенциалом, с вещами, которые Он имеет на будущее. И Он сегодня хотел бы просто, чтобы я согласился жить на основании этого ДНК. Знаешь, что такое, когда Божий ДНК попадает внутрь тебя? Вчера ты еще был грешник, сегодня для тебя это противно. Вчера ты еще матерился и ржал вместе со всеми теми, которые похотливые шуточки отпускают. Сегодня для тебя это уже неприемлемо. Что-то внутри тебя противится этому, и совершенно ты понимаешь, что это не твоя природа и не твое естество. Как можно определить человека, который родился заново? Да потому что все, что он делал вчера, сегодня для него это будет неприемлемо. Вчера ты врал, сегодня ты соврал, и тебе просто такое впечатление, будто ты убил какого-то человека, ты покоя себе не находишь. Пока не придешь и не скажешь: знаешь, человек, я наврал, прости меня, пожалуйста. И только тогда возвращается этот Божий мир. И ты живешь совершенно другими ценностями, ты живешь совершенно другими стандартами, ты живешь совершенно другими принципами, которые никто тебе не навязал. Ты еще об этом не слышал даже. Я пришел ко Христу, многие вещи я не понимал, мне никто об этом не говорил, но я внутри, вот эта ДНК внутри меня, он орал: это не твое, это не твоя судьба, это не твой путь, это не то, что Бог для тебя приготовил. Вау! Сегодня, благодаря этому ДНК, каждый из нас, мы внутри тяготеем к тому, чтобы быть похожими на Христа и делать вещи, которые Ему приятны и которые будут отображать Его самого в нашей жизни. Если Иисус сегодня нам говорит, к примеру, какие-то вещи о себе, это становится более близким для нас, чем какие-то вещи, которые нам десятилетиями говорило наше общество, в котором мы выросли. Иисус говорит, к примеру, что я пришел для того, чтобы не мне служили, а чтобы я послужил другим и стал слугой для многих людей. И внутри тебя этот Божий ДНК начнет проявлять себя таким образом, ты будешь хотеть кому-то, как-то, чем-то служить. Это нормальное состояние для христианина. Первая реакция твоего этого нового ДНК внутри тебя: во-первых, ты будешь ненавидеть грех. Во-первых, для тебя это перестанет быть чем-то приемлемым. И ты будешь понимать: я не хочу больше так жить. Я не хочу в этом больше находиться. Это не моя сущность. Тебе противно будет жить в каких-то обидах, в какой-то зависти, в каких-то вот этих, знаете, бесконечных вещах, где ты осуждаешь, ненавидишь других людей. Это станет чем-то противоестественным для тебя. Второе, у тебя появится желание быть подобным Иисусу, служить другим людям. Ты будешь хотеть что-то делать для других людей. Знаете, вот я уверовал, я был бессмысленный в каком-то смысле вот до сего момента. Я был бессмысленный человек, я жил для себя. Ничего меня не интересовало вокруг меня вообще. И первая моя молитва, одна из первых молитв, в которой я стал молиться, я поднимал руки, стоя там где-то сзади. Я не умел молиться, но я говорил: Бог, я так сильно хочу, чтобы ты спасал весь Кыргызстан.
Я так сильно хочу, чтобы огромное количество людей, которые меня окружают, они пришли к тебе, чтобы они отдали свои жизни для тебя. И я говорил: Бог, я не знаю как, но вот он я, пожалуйста, используй меня. До сих пор я молюсь такой молитвой. До сих пор я молюсь такой молитвой, потому что это ДНК Христа – служить другим людям. Когда ты живешь этим новым ДНК, ты начинаешь понимать, что внутри тебя совсем другая сущность. И, знаете, суть-то в том, что нам нужно, все, что нам нужно, нам согласиться надо с этой сущностью и просто позволить ей начать доминировать в нашей жизни. Поэтому апостол Павел говорит: вот есть жизнь по плоти, это жизнь по твоему старому ДНК. И ты, если будешь так жить, он говорит, умрешь. Точно так же, как твои родители. Закончишь плохо. Плохо, брат, закончишь. И он говорит, вот один путь. А вот другой путь. Живите по духу. Что значит живите по духу? Это когда я отвечаю на тот Божий ДНК, который вложен внутрь меня. Я начинаю жить новой генетикой. Я начинаю перенимать от своего Господа новые цели, новые ценности. Я хочу быть похожим, в конце концов, на Него. Если продолжить историю, с которой я начал. Всегда всем интересно, а как закончилась эта история? Чем закончилась эта история? А история закончилась тем, давайте я вам середину расскажу, а потом конец. Когда у тебя слишком много здоровья, тебе кажется, что ты будешь жить вечно, непобедимый, несокрушимый, ты все можешь, и тебе вот все, что другим навредило, тебе это точно не навредит. Я думаю, этот человек очень мало болел в детстве. Просто на него смотрели, это здоровый тип просто, здоровый конь был. Здоровье, оно просто отовсюду, он пышил этим здоровьем. Знаете, что он стал делать? Он очень рано начал курить, очень рано начал употреблять различные там алкоголь, вещества все различные, которые называются наркотиками. Очень рано началась вот эта вот совершенно необузданная, бурная жизнь. Я помню, когда я уверовал, этот человек как бы был всегда параллельно в моей жизни, и назвать его другом сложно назвать, наверное, больше такой близкий человек, потому что мы как бы были близки в каких-то вещах. И знаете, мне всегда было интересно, если все остальные люди его возраста, к примеру, выпивают вот столько, он выпивает вот столько. Если все скуривают вот столько, он скуривает вот столько. И этот человек, он просто из-за своей генетики, из-за каких-то возможностей, которые были дарованы ему Богом, он начал пренебрегать правильными вещами. И в конечном итоге, давайте сразу уже к концу подойдем, он не дожил, я думаю, до 30, не знаю, наверное, до 30 лет. Потому что уже ближе к его последним дням, я когда общался с ним, этот человек уже 4 раза сидел на тот момент. Он был очень профессиональный наркоман с многолетним опытом употребления наркотиков. Это был человек, который практически разрушил вот всю ту генетику, которая была дана ему от его родителей. Это человек, пренебрегавший правильными вещами, и этот человек, закончивший очень плохо. Вот когда я думаю про вот эти моменты, я смотрю, перекладываю это на церковь, и я перекладываю это на многих людей, которые когда-то начинали вместе с нами, благодаря Божьей генетике, они двигались в каких-то дарах, возможностях, какой-то силе, но из-за того, что они пренебрегали правильными вещами, они пренебрегали какими-то здравыми советами, наставлениями, им казалось, что у них в жизни ничего страшного, то, что я делаю, ничего страшного, то, как я живу. Эти люди закончили очень плачевно. Знаете, в чем прикол? Вот, например, у тебя есть духовная генетика и есть плотская генетика. И как только ты перестаешь двигаться вот по духу, как только ты перестаешь жить по духу, ты вернешься к своей старой генетике. И ты повторишь судьбу своих родителей. И ты повторишь, к сожалению, ту самую судьбу, которую дьявол для тебя запрограммировал когда-то. И огромное количество людей, которых вот мы знали, и ты понимаешь, что эти люди, из-за того, что они перестали жить божественной генетикой, они перестали просто двигаться за Христом, они перестали жить по духу, они перестали покоряться, они перестали смиряться, они перестали выбирать свет, они перестали просто заниматься правильными вещами. Сегодня у них произошел такой гигантский откат.
Им это не видно, им кажется, что просто у них такая жизнь. Но ты понимаешь, что эти люди просто откатились от того уровня достижений, в которых они когда-то находились, и они откатились совершенно далеко и глубоко вниз. Одна из вещей, которая связана с Божьей генетикой, Филиппийцам 4:13. Вот здесь апостол Павел говорит потрясающие слова. Вот когда я живу по духу, для меня это очень близкие слова будут. Павел говорит, я все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Знаете, вот ты встречаешься сегодня со многими христианами, которые стали вместо того, чтобы двигаться по духу, полагаться на Бога, двигаться туда, куда Бог их двигает, они полагаются на свою плоть, на свои возможности, на свои силы. И они встречаются с ситуациями, когда они говорят, не могу. У меня не получится, я не смогу. То есть они встречаются с ситуациями, которые Господь говорит, ты сможешь, ты победишь, ты пройдешь, ты преодолеешь. Но эти люди внутри своего сердца, они сдались, и они опустили свои руки, они говорят, у меня не получится, я не смогу, я в это не верю. И они заняли определенную позицию. Друзья, когда мы читаем вот эти все слова, это про тебя и про меня. Бог говорит, это моя генетика внутри тебя. Ты-то сам по плоти точно не сможешь. Но тебе надо согласиться, что во Христе Иисусе все те трудности, испытания, проблемы, с которыми ты сталкиваешься, ты сможешь их преодолеть и победить, потому что Бог дает тебе силы. Друзья дорогие, поверьте мне, сегодня гигантское количество людей, христиан, которые когда-то побеждали, которые когда-то двигались в силе Божией, которые когда-то, встречаясь со своими Голиафами, они, как Давид, вытаскивали эти камни и прощу из своей сумки, и они боролись. Но это было когда-то. А потом что-то произошло. Как будто бы эти люди перестали жить новой генетикой, и они согласились с тем старым врагом, который сказал, сорян, у тебя ничего не получится, и ты ничего не сможешь. Читай книгу в нем, читай, кто ты такой во Христе Иисусе. И это не просто слова. Знаете, мы иногда думаем, Христос смотрит на нас так. Он не смотрит на нас так. Он сделал нас такими. Людьми, которые преодолевают, людьми, которые побеждают вместе с Ним, людьми, которые не сдаются, людьми, которые не опускают руки. Он уже сделал тебя таким, потому что внутрь тебя была заложена Его генетика, потому что Он не сдается. И Он не просто смотрит на нас так, Он говорит, ну я тебя таким вижу. И ты такой, нет, я себя таким не вижу. Он говорит, я тебя таким уже сделал. Ты уже таким являешься. Прими это. Мы принимаем это по вере. Сначала мы это слышим, потом мы об этом размышляем, потом мы понимаем, что это и есть наша новая сущность, которая была дана Богом. Итак, ты и я, мы все можем благодаря тому, кто дает нам силы. Мы победители. Мы люди, изначально побеждающие вместе со Христом, потому что это наша генетика. Это наша генетика. Наши родители бы сдались в каких-то вещах. Наши предки, они бы пошли каким-то более легким путем. Но мы простых путей не ищем. Со Христом мы выбираем побеждать. Следующее место Писания, 8:37 Римлянам. И здесь очень интересно, в синодальном переводе немножко по-другому написано. Здесь написано, мы одерживаем величайшую победу над всеми трудностями благодаря тому, кто полюбил нас. В синодальном переводе там слово преодолеваем. Все сие мы преодолеваем, все сие мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Там так написано в синодальном переводе. Господь нас сделал не просто победителями, Он сделал тебя и меня преодолевателями. На нашем пути будут стоять какие-то вещи, которые нам надо будет преодолевать, через что-то перешагивать, что-то перебегать, какие-то вещи переползать, какие-то вещи перепрыгивать, а над какими-то вещами парить и взлетать. Но Он дал нам эту силу, и это на генетическом, духовном уровне в каждом из нас. Мы сегодня люди, которые могут преодолевать любые трудности и ситуации, которые происходят в нашей жизни. Слово «преодолевать» с греческого – это уверенно преодолевать, одерживать превосходную победу. Вау! Вот это генетика. Вот это предназначение. Итак, у тебя есть новая генетика. Она ненавидит грех. Она хочет другим людям служить. Она ничего общего не имеет с эгоизмом. Эта генетика, она говорит, эта молитва иногда звучит через тебя. Когда ты говоришь, Господь, используй меня, и я хочу делать Твои дела. Это все Божья новая генетика. И дальше
Ты преодолеватель. Ты человек, который видит трудности. Он не бежит, не прячется от них. Он не молит и не говорит: Бог, ну ты же обещал, что все будет ровненько, когда я буду следовать за тобой. Я войду в Дом Божий, в эти ворота спокойно. Нет. Иисус говорит, это узкий путь, это тернистый путь, это когда какие-то вещи непонятные, когда, знаете, какие-то вещи, где-то нужно что-то перешагнуть, где-то нужно на что-то наступить, но это трудный путь. Друзья, следовать за Христом – это трудный путь, но внутри тебя генетика, чтобы преодолеть любые трудности. Халлелуя. Пока мы живем по плоти, пока мы живем вот этой своей старой генетикой, мы повторяем вещи, которые уже прошли наши родители. Без Бога, я имею в виду. У кого-то, слава Богу, христианские родители, они уже, может быть, победили свою генетику. Вот эта духовная генетика, она полностью влияет на наш дух. Она должна оказывать полное влияние на нашу душу, на наши ценности, цели, решения, выборы, которые мы делаем вот здесь в голове. Эта генетика, она вытесняет весь тот хлам, бардак, с которым мы пришли ко Христу. И это же генетика, божественная генетика. Даже если у тебя было встроено в плоть какая-то судьба от дьявола, эта генетика поможет тебе преодолеть эту демоническую судьбу. Что я имею в виду? У некоторых людей есть наследственные заболевания. У некоторых, например, все умерли от рака, и ты боишься, что ты повторишь ту же самую судьбу. Есть такие люди? Не поднимайте руки. Есть, я уверен. Я знаю, что люди борются сегодня, глядя на повторяющиеся вещи в жизнях предков, ты понимаешь, что, скорее всего, и тебя это настигнет. Нет. Согласись сегодня с новой судьбой. Скажи, божественная генетика в том числе повлияет и на мое тело. Друзья, я хочу вдохновить тебя думать о том семени, которое посеяно в твою жизнь. Ты не странный человек, совершенно случайный в Царстве Божьем. Ты его сын, и в тебе он хочет проявлять себя во всей своей полноте, во всем своем величии. И уже было посеяно внутри тебя семя, которое само по себе несет силу, потому что в нем ДНК Бога. Марка 9 глава, 23 стих. Иисус удивляется человеку одному, который привел своего ребенка, страдающего припадками, эпилепсия ли это была, или что-то подобное. И он пришел к нему с этим вопросом: если сможешь, пожалуйста, сделай что-то. И вот здесь Иисус говорит: если можешь, он удивляется. И дальше: кто верит, тот может все. В синодальном переводе опять-таки там переведено: все возможно кому? Все возможно Сыну Божьему. Все возможно тому, у кого генетически заложена возможность, которая пришла от Бога. А знаете, это местописание с чем перекликается? Если мы дальше прочитаем 10 главу, 27 стих того же послания, Иисус посмотрел на них и сказал: человеку это невозможно, но только не Богу, потому что все возможно Богу. Ребята, здесь написано так, что нашему Отцу все возможно, и дальше он продолжает. И его детям тоже все возможно, когда они верят своему Отцу. Когда мы в единстве с нашим Богом, когда мы активируем этот божественный ДНК, мы живем в этом ДНК, все возможно верующему, потому что нашему Богу все возможно. Кто-то сидит и думает: он не лектор из сельхозакадемии, он сказочник. А я вам могу сказать, это вообще не сказки. Вообще не сказки. Я могу бесконечно рассказывать истории из своей жизни, из жизни людей, которые рядом со мной были, из жизни людей, которые до сих пор есть вокруг меня, и которые свидетельствуют и продолжают свидетельствовать, что невозможные вещи происходили. Невозможные, когда все, казалось, шло не по плану, когда все, казалось, было разбито, сломано, разрушено. И вот именно из этих руин Бог создавал все новое, потому что человек говорил внутри своего сердца: я не согласен, и я отказываюсь воспринимать вещи, которые происходят сегодня со мной. Я отказываюсь сегодня сдаваться, я отказываюсь сегодня идти на поводу у плоти. Я буду продолжать делать правильные вещи. Мы говорим про генетику, и это важно. Я сказал уже про того человека, который закончил очень плохо. Но я могу сказать так: если бы этот человек делал правильные вещи в своей жизни, эта генетика помогла бы ему стать как минимум чемпионом нашей республики по какому-либо спорту. Он был уникальный, он мог играть в футбол, он причем был очень
одаренный в этом тоже. Я уверен, если бы он был боксером, он бы ломал всех на своем пути, или борцом каким-нибудь. Он бы там втыкал всех, кого только можно воткнуть, куда можно или куда нельзя. Он был уникальный, он был одаренный, но он никогда не делал правильных вещей, и он свою генетику не развивал. Твоя генетика, она должна развиваться, духовная генетика. Что нужно делать, чтобы твоя духовная генетика, она развивалась? Слово Божие, давайте будем перечислять. Слово Божие, молитва, кто-то говорит, еще вера, все остальное, оно будет вытекать из этих 3 вещей. Скажи сейчас со мной: Слово Божие, молитва и общение. Деяние 2:42. Смотрите, что делали эти ребята, которые вчера получили новую генетику от Бога. Они ее развивали. Они развивали новую генетику. А знаете, что такое, жить в генетике моих родителей? Это не просто от них родиться. Потом я от них впитываю культурные ценности, в которых они живут, через общение с ними. Я становлюсь все более похожим на своих родителей по мере того, как я провожу с ними время. По мере того, как я их слышу, по мере того, как я их вижу творящими, я начинаю повторять вещи, которыми они жили. То же самое и с Богом, друзья. Просто получить новую генетику – это классно. Но дальше это надо развивать. И поэтому апостол Павел говорит: живи по духу, Денис, каждый день. Что это значит? Это ничего сложного, это просто каждый день я читаю Слово Божие. Почему? Потому что я таким образом соприкасаюсь со своим отцом. Он уже сказал огромное количество вещей. И я как будто бы прихожу в его присутствие, чтобы его слышать, чтобы услышать слова, которые оживают в моей голове, в моем сердце через ежедневное изучение Писания. Не убей свою генетику. Не позволь этому просто потечь на самотек. Поэтому в нашей жизни так важно делать упор на важные вещи. Все остальное, правда, не важно. Поэтому, например, мы воскресный день, как это сказано в Писании, мы посвящаем тому, чтобы в этот день особенным образом погружаться в Слово Божие. Поэтому мы приходим и слушаем каких-то людей, которым Бог дает определенные дары, чтобы нам Слово Божие влетало. Дальше написано: ежедневные молитвы. Когда я каждый день молюсь, я каждый день Ему поклоняюсь, каждый день я вспоминаю, что Он сделал с моей жизнью, каждый день я благодарю Его, каждый день я просто за что-то ходатайствую, о чем-то прошу, за какие-то вещи я молюсь на иных языках. И я простираюсь к Нему, я тяну к Нему свое сердце, не просто руки, я тяну к Нему свое сердце, я хочу Его слышать, я хочу Его переживать, я хочу видеть больше Его славы, Его присутствия. Я молюсь каждый день именно для этого. И это все называется общение с Богом, чтение, изучение Слова Божьего, молитвы и поклонение. Это все общение с Богом. И чем больше ты проводишь общение с Богом, тем больше на кого ты станешь похожим. Логично. И там 3-я вещь – общение и преломление хлеба. Одно вытекает из другого, и одно как последствие другого. Сколько людей есть в нашей жизни, с которыми мы общаемся и теряем веру? С которыми мы общаемся, и как будто бы после общения с этими людьми охота язык там чем-то вымыть или даже самому помыться, потому что ты чувствуешь себя каким-то просто грязным, а после общения с какими-то людьми. Поэтому Библия нас учит, Библия нам говорит очень просто, чтобы мы постоянно занимались приношением одной и той же жертвы, общение со святыми. Это жертва. Поэтому мы ходим на домашние группы, поэтому мы ходим во всякие молитвенные служения, молодежные, кыргызские. У нас их очень много, и мы не устаем, потому что через общение с Божьими людьми там мы что-то слышим, мы что-то получаем, мы качаем нашу генетику, и мы выходим более сильными духовно после общений этих. Я пью кофе, в последнее время очень заинтересован в разных вещах, которые связаны с кофе. Мне интересно, почему, например, один кофе вот такой вкус, другой кофе вот такой вкус. Некоторые кофе пьешь, и ты думаешь, надо же, такое впечатление, будто бы этот кофе лежал, например, с какими-то там цитрусовыми или с какими-то ягодами. Знаете, и на самом деле иногда кофе бывает ферментированный. Я не говорю сейчас о типа ферментации кофе, когда туда просто порошок насыпают, который ты нюхаешь, думаешь, вау, как он пахнет ванилью, а туда просто насыпали эту ерунду. Нет, есть такое понятие, как ферментация. И вот когда кофе, например, его кладут, к примеру, в бочке из-под вина,
Прикиньте, потом этот кофе несет определенный запах, как будто бы это винный кофе. Иногда кофе кладут в места, где лежит, например, там персик или абрикос, и вместе с ним это все происходит. Происходит так называемая ферментация. И потом ты пьешь этот кофе, у тебя такое впечатление, будто бы послевкусие такое абрикосовое у тебя остается. Это сила общения. Просто кофе положили рядом, я не знаю, там о чем-то они болтали с этим абрикосом или не болтали. Он просто находился рядом с абрикосом. С кем поведешься, от того абрикосом и завоняешь. Просто, простые примеры, это все просто. Если ты общаешься с людьми, которые ни во что не верят, завтра ты будешь человек, который ни во что не верит. Если ты общаешься с врунами, лжецами, которые придумывают истории, завтра ты будешь придумывать подобные истории. И вести себя подобным образом. Если ты общаешься с людьми неверными, с людьми, которые далеки от Бога, рано или поздно это начнет удалять тебя самого от Бога и делать неверным. И наоборот. Если ты общаешься с людьми, которые для тебя примеры, ты смотришь на их жизнь, и ты говоришь «Халлелуя!», этот человек вдохновляет меня, и ты начинаешь делать подобные вещи. Поэтому Библия говорит нам, чтобы мы общались друг с другом, и тем более каждый из нас, мы на кого-то смотрели, и для себя это как пример имели перед глазами. Писание постоянно говорит, наблюдайте за жизнью ваших наставников, будьте покорны и делайте те вещи, которые они делали, следуя за Христом. Через это общение мы будем становиться подобными этим людям веры, и мы будем видеть подобные результаты, которые были в жизнях этих людей. Если к кофе возвращаться, когда мы говорим про кофе, это очень удивительная вообще тема. Я как-то пришел в один магазин, а там в таких стеклянных банках разный кофе. И ты такой смотришь, думаешь, ой, это какой-то мелкий, этот какой-то в разнобой. А вот этот просто там вот в 3 раза больше, чем остальное. И вот там это какой-то никарагуанский сорт, какой-то там особенный. Вот такие зерна. В 3 раза реально больше, чем обычное зерно. И я такой, мы с братом с одним были, я говорю, давай вот это попробуем, это просто что-то невероятное, скорее всего. Мы пришли домой и были самыми разочарованными людьми. Нам намололи этот кофе, я его заварил, и такое впечатление, будто пьешь какую-то траву вообще, какая-то безвкусная штука. И знаете, один из самых крутых кофе какой? Это эфиопский кофе. Вот просто если вы возьмете эфиопское зерно, оно маленькое. Оно невзрачное, ты вот так посмотришь на него, подумаешь, какая-то, дикушка. Как будто бы он кто-то где-то насобирал отходов и такой типа, опа, это у нас самый лучший кофе. Но знаете суть в чем? Что генетика у этого эфиопского кофе гораздо круче, чем все остальные сорта. Потому что эфиопский кофе – это оригинал, брат. Это оригинал. Оттуда пошел кофе. И весь остальной кофе был селекционирован людьми из этого невзрачного кофе. Это было жалкое подобие каких-то вещей. Если я теряю общение со своим Богом и делаю его чем-то таким маленьким, ненужным, я просто подражаю каким-то людям, я делаю какие-то просто вот обряды, которые делают все в церкви, я превращусь в безвкусное, большое, красивое внешнее кофе, которое вообще не имеет вкуса. Потому что вся генетика, она внутри, она невидима, и весь вкус, он внутри. Поэтому Бог говорит, я вообще не смотрю на то, как ты выглядишь, я смотрю на твое сердце, на то, что ты там накачал внутри себя, на то, что ты там набрал от меня, от моего слова, через молитвы, через общение со святыми. Вот это важно для Бога. И это то, на чем нам нужно сделать сегодня акцент в нашей духовной жизни. Каждый из нас, мы сегодня плод определенного ДНК. Физически, если мы живем только по плоти, хотим мы или не хотим, мы повторим судьбу наших родителей, а то еще хуже закончим. Духовная судьба, она с нами уже случилась. И эта судьба, она пришла в нашу жизнь, когда мы обратились к Богу. Рождение свыше, оно подразумевает, что ты принял от Него семя, которое родило тебя для новой жизни. И это предопределило твою новую судьбу. Когда я следую и хочу видеть эту новую судьбу, я выбираю пути жизни по духу.
Жизнь по плоти, жизнь, знаете, вот жизнь просто в комфорте, жизнь в каком-то эгоизме, жизнь в каких-то похотях. Вот в этой плоскости для меня это становится неприемлемым. Для меня это уже становится чем-то, с чем я перестаю торговаться с Богом, потому что я понимаю, это старая жизнь, я ее оставляю, чтобы жить новой жизнью. Невозможно, друзья, прикиньте, невозможно и одно сочетать, и другое. Нам нужно выбрать одно старое, либо другое новое. Невозможно, например, я был дурачок, когда перед тем, как я покаялся, я торговался там сам с собой, торговался с Богом, и я думал так, я, вот люблю вот эти вот грехи, например, насвай. Ну, здесь, может быть, до сих пор даже есть какие-то люди, которые тоже любят насвай. Я был дурачок, я это могу признать. Я травил себя, я уничтожал свое тело через определенные грехи. Насвай это был один из таких грехов. И я думал так, я пойду за Христом, буду ходить на собрания, и раз в месяц просто буду мимо там по Ожскому или по Артасайскому идти, вот эти вот насвайщики, которые все продают. Я так раз там у них что-нибудь загребу, просто раз в месяц. А сколько таких христиан, которые внутри своего сердца, они как бы договариваются сами с собой. Раз в полгода, раз в месяц. Могу себе позволить 3 дня не разговаривать с женой. Твоя природа. Если ты живешь, конечно, плоской природой, то это нормально, наверное, 3 дня не разговаривать с женой. Но духовная природа, она просто не позволит тебе уснуть, не попросить прощения, не примириться. Она просто не позволит. У меня были такие ситуации, когда мы засыпали, и у нас там конфликт неразрешенный. И ты всю ночь... И ты не спишь, ты мучаешься, и утром просыпаешься, дорогая, я не спал всю ночь, прости меня, я был неправ, давай примиримся. Твоя духовная, новая природа, она будет внутри тебя толкать тебя на свершения, которые исходят от того, кто эту природу внутрь тебя поселил. И рано или поздно, когда мы делаем вещи правильные, когда мы пребываем с Богом, когда мы тренируем себя в этой молитвенной жизни, когда мы имеем правильное общение, когда мы вычесываем или ненужное общение выкидываем из своей жизни, как хлам из своего сарая. Друзья дорогие, поверьте мне, мы все больше и больше будем похожи на нашего Господа. Мы будем видеть и победы, и преодоления, и какие-то невероятные, сверхъестественные свершения. И то, что нам раньше казалось невозможным, это будет приходить в нашу жизнь. Потому что нет ничего невозможного для Бога и для Его Божьего народа.